Если бы не было у нас совместной борьбы чеченцами против Тамерлана, против Золотой Орды, там, против монголов, всегда первыми приходили на помощь кабардинцам, черкесам, чеченцы. И даже сегодня, когда вот в интернете, межнациональные вот эти в интернете идут разлад, там, друг друга оскорбляют и так далее, вы посмотрите комментарии чеченцев о черкесах и комментарии черкесов о чеченцах. Ни одного вы не найдете, где бы не было неуважения. Только уважение и взаимное восхищение. Когда вот Кабарда была, огромные войска были введены, со всех сторон она была заблокирована, 300 всадников чеченцев во главе с их известным предводителем. До сих пор русские военные не могут понять, как они туда прошли в Кабарду и как они оттуда ушли после всех этих боев. Вот это все, это объясняется нашей историей, нашими генами и многовековой историей. Поэтому ничего просто так не пропадает. Вот это надо знать нашу историю и передавать нашим потомкам. Наши народы связывает не политика и не учебники, но связывает кодекс чести. У чеченцев адат, у адыгов адыге-хабе. Разные языки, разные горы, но одна душа, оновская. И каждый раз, когда я вижу уважение между нашими народами, я понимаю, это не мода и не интернет. Это наследие, это воспитание, это наша общая история. И есть еще одна вещь, о которой нельзя молчать. Наши предки стояли плечом к плечу, когда приходила империя, и два народа, которые держали линию, как держат щит и меч в одной руке. Мы связаны не только культурой, мы связаны общими ранами и общей историей, и памятью о том, как брат стоит за брата, когда земля дрожит под копытами чужой орды. Черкесы и чеченцы – это братья, и я чувствую это всей своей душой.